Табасараны– один из коренных народов Дагестана, ведущий историю со времен существования античной Кавказской Албании. На формирование табасаран повлияли азербайджанская, арабская, персидская, русская культуры, что внесло в жизнь и традиции кавказского народа неповторимые особенности. На весь мир славятся аутентичные табасаранские ковры, изделия зародившегося 1500 лет назад. Промысла сегодня выставлены в музеях всего мира. Табасараны исторически занимали обширные территории Большого Кавказского хребта, его юго-восточные склоны. В отличие от многих коренных народов Кавказа, данные каждой новой переписи показывают увеличение численности представителей народности. В 1970 году насчитывалось 50 тысяч табасаран, в 2002 – 135 тысяч, а в 2010 – 147 тысяч. Табасаранский язык, относящийся к нахско-дагестанской семье, включен в Книгу рекордов Гиннесса. Его признали одним из наиболее сложных в мире. Помимо многообразия диалектов и говоров, в табасаранском литературном представлено 48 падежей имени существительного. Лексический состав языка значительно обогащен заимствованиями из фарси, арабского, русского и азербайджанского. Сложным для иностранцев языком владеет большая часть табасаран, около 130 тысяч человек. Предками табасаран считается древнее племя таваспаров, в античности входившие в состав могущественной Кавказской Албании, союза 26 народностей. Объединение существовало 8 столетий, вплоть до IV века нашей эры. 3 столетия спустя начинается арабское вторжение на Кавказ, в том числе в Дагестан. Результатом стало присоединение территории расселения табасаран к арабскому халифату. Позже регион вошел в состав средневекового государства Ширваншахов. В 917 году к власти приходит Мухаммад Майсум, представитель арабской династии влиятельных мазьядидов. По его имени государство стало называться Табасаранским майсумством. Образование просуществовало до распада на 24 феодальных удела в 12 столетии. В последующие периоды развития табасаранское майсумство то объединялось для борьбы с общим врагом, то приходило в упадок, то расцветало. XII век отмечен крупными междуусобными войнами, истощившими силы объединения. Это привело к снижению влияния табасаранских феодалов и присоединению Табасарана в 1813 году к России. Основу жизни табасаран составляла семья, исторически представлявшая большую неразделенную патриархальную общность. Вместе жили и вели общее хозяйство около 10 семей, включавших 3 и более поколений. Численность доходила до 50 человек. По признаку родственных связей большие семьи объединялись в тухумы, где родство велось по материнской и отцовской линиям. Обычно тухумы жили обособленно, встречались крупные межродовые поселения, где роды селились поквартально. За тухумами закреплялись пастбища, сенокосы, пахотные участки, зоны охоты, рыбного промысла. Повсеместно распространен обычай взаимопомощи, вместе строили дома, стригли овец, собирали урожай, заготавливали лес, выделывали ткани, войлок, ковры, обрабатывали шерсть. На весь мир славятся табасаранские ковры, выступающие визитной карточкой Дербента. Считается, что по качеству и искусству нанесения орнамента изделия не уступают персидским. Промысел зародился в регионе 1500 лет назад, завоевав за это время всемирную славу. Ковры табасаранских мастериц хранятся в коллекциях музеев Нью-Йорка, Милана, Парижа, Токио, Лейпцига и Монреаля. Для изготовления ворсовых ковров используют овечью шерсть, окрашенную природными ингредиентами – корой ореха, полынью, барбарисом, луковой шелухой, зверобоем и душицей. На создание одного изделия уходило до года, служило оно 300 лет. Качество ковра проверяли оригинальным способом, пускали по нему табун лошадей, вымачивали, оставляли на ярком солнце. Если после испытаний изделие сохраняло прежние характеристики, его пускали на продажу, считая настоящим табасаранским.
Ислам укоренился в регионе во время арабского нашествия, однако древние языческие культы сохранились в ряде традиций. Поклонение деревьям нашло отражение в свадебной и похоронной обрядности. На свадьбу срубленное фруктовое или дубовое деревце украшали лентами, сладкими хлебами, орехами, яйцами. В случае, если жених или молодой парень умирали, такое же дерево приносили на похороны, но дары на нем выкрашивали золой в черный цвет. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайки. И по ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не петь.